Здравствуйте! Сегодня я прочитаю вам отрывок из повести Валентина Катаева «Сын полка». Глава 1. Была самая середина глухой осенней ночи. В лесу было очень сыро и холодно. Из черных лесных болот, заваленных мелкими коричневыми листьями, поднимался густой туман. Луна стояла над головой. Она светила очень сильно, однако ее свет с трудом пробивал туман. Лунный свет стоял подле деревьев косыми длинными тесинами, в которых, волшебно изменяясь, плыли космы болотных испарений. Лес был смешанный. То в полосе лунного света показывался непроницаемо черный силуэт громадной ели, похожий на многоэтажный терем, то вдруг в отдалении появлялась белая колоннада берез, то на прогалине на фоне белого лунного света, распавшегося на куски, как простокваша, тонко рисовались голые ветки осин, уныло окруженные радужным сиянием. И всюду, где только лес был пореже, лежали на земле белые холсты лунного света. В общем, это было красиво той древней, дивной красотой, которая всегда так много говорит русскому сердцу и заставляет воображение рисовать сказочные картины. Серого волка, несущего Ивана-Царевича в маленькой шапочке на бекрень, и с пером жар-птицы в платке за пазухой, огромные мшистые лапы лешего, избушку на курьих ножках, да мало ли еще что. Но меньше всего в этот глухой мертвый час думали о красоте Полесской чащи три солдата, возвращавшиеся с разведки. Больше суток провели они в тылу у немцев, выполняя боевое задание. А задание это заключалось в том, чтобы найти и отметить на карте расположение неприятельских сооружений. Работа была трудная, очень опасная. Почти все время пробирались ползком. Один раз часа 3 подряд пришлось неподвижно пролежать в болоте, в холодной вонючей грязи, накрывшись плащ-платками, сверху засыпанными желтыми листьями. Обедали сухарями и холодным чаем из фляжек. Но самое тяжелое было то, что ни разу не удалось покурить. А как известно, солдату легче обойтись без еды и без сна, чем без затяжки добрым крепким табачком. И как на грех, все три солдата были заядлые курильщики. Так что, хотя боевое задание было выполнено как нельзя лучше, и в сумке у старшего лежала карта, на которой с большой точностью было отмечено более десятка основательно-разведывательных немецких батарей, разведчики чувствовали себя раздраженными, злыми. Чем ближе было до своего последнего края, тем сильнее хотелось курить. В подобных случаях, как известно, хорошо помогает крепкое словечко или веселая шутка, но обстановка требовала полной тишины. Нельзя было не только переброситься словечком, даже высморкаться или кашлянуть. Каждый звук раздавался в лесу необыкновенно громко. Луна тоже сильно мешала. Идти приходилось очень медленно, гуськом, метрах в 30 друг от друга, стараясь не попадать в полосы лунного света и через каждые 5 шагов останавливаться и прислушиваться. Впереди пробирался старшой. Подавая команду осторожным движением руки, поднимет руку над головой, все тотчас останавливались и замирали. Вытянет руку в сторону с наклоном к земле, все в ту же секунду быстро и бесшумно ложились. Махнет рукой вперед, все двигались вперед. Покажет назад, все медленно пятились назад. Хотя до последнего края уже оставалось не больше 2 километров, разведчики продолжали идти все так же осторожно, осмотрительно, как и раньше. Пожалуй, теперь они шли еще осторожнее, останавливались чаще. Они вступили в самую опасную часть своего пути. Вчера вечером, когда они вышли в разведку, здесь еще были глубокие немецкие тылы, но обстановка изменилась. Днем после боя немцы отступили. И теперь здесь, в этом лесу, по-видимому, было пусто. Но это могло только так казаться. Возможно, что немцы оставили здесь своих автоматчиков. Каждую минуту можно было наскочить на засаду.
Конечно, разведчики, хотя их было только трое, не боялись засады. Они были осторожны, опытны и в любой миг готовы принять бой. У каждого был автомат, много патронов и по 4 ручные гранаты. Но в том-то и дело, что бой принимать нельзя было никак. Задача заключалась в том, чтобы как можно тише и незаметнее перейти на свою сторону и поскорее доставить командиру взвода управления драгоценную карту с засеченными немецкими батареями. От этого в значительной степени зависел успех завтрашнего боя. Все было вокруг необыкновенно тихо. Это был редкий час затишья. Если не считать нескольких далеких пушечных выстрелов до коротенькой пулеметной очереди где-то в стороне, можно было подумать, что в мире нет никакой войны. Однако бывалый солдат сразу заметил бы тысячи признаков того, что именно здесь, в этом тихом, глухом месте, и притаилась война. Красный телефонный шнур, незаметно скользнувший под ногой, говорил, что где-то недалеко неприятельский командный пункт или застава. Несколько сломанных осин и помятый кустарник не оставляли сомнения в том, что недавно здесь прошел танк или самоходное орудие, а слабый, не успевший выветриться особый чужой запах искусственного бензина и горячего масла показывал, что этот танк или самоходное орудие были немецкими. В некоторых местах, тщательно обложенных еловыми ветками, стояли, как поленницы дров, штабеля мин или артиллерийских снарядов. Но так как не было известно, брошены ли они или специально приготовлены к завтрашнему бою, то мимо этих штабелей нужно было пробираться с особой осторожностью. Изредка дорогу преграждал сломанный снарядом ствол столетней сосны. Иногда разведчики натыкались на глубокий извилистый ход сообщения или на основательный командирский блиндаж, накатав в 6 с дверью, обращенной на запад. И эта дверь, обращенная на запад, красноречиво говорила, что блиндаж немецкий, а не наш. Но пустой ли он, или в нем кто-нибудь есть, было неизвестно. Часто нога наступала на брошенный противогаз, на раздавленную взрывом немецкую каску. В одном месте на полянке, озаренной дымным лунным светом, разведчики увидели среди раскиданных во все стороны деревьев громадную воронку от авиабомбы. В этой воронке валялось несколько немецких трупов с желтыми лицами и синими провалами глаз. Один раз взлетела осветительная ракета. Она долго висела над верхушками деревьев, и ее плывущий голубой свет, смешанный с дымным светом луны, насквозь озарил лес. От каждого дерева протянулась длинная резкая тень, и было похоже, что лес вокруг встал на ходули. И пока ракета не погасла, 3 солдата неподвижно стояли среди кустов, сами похожие на полуоблетевшие кусты в своих пятнистых, желто-зеленых плащ-платках, из-под которых торчали автоматы. Так разведчики медленно подвигались к своему расположению. Вдруг старшой остановился и поднял руку. В тот же миг другие тоже остановились, не спуская глаз со своего командира. Старшой долго стоял, откинув с головы капюшон и чуть повернув ухо в ту сторону, откуда ему почудился подозрительный шорох. Старшой был молодой человек лет 22. Несмотря на свою молодость, он считался уже на батарее бывалым солдатом. Он был сержантом. Товарищи его любили и вместе с тем побаивались. Звук, который привлек внимание сержанта Егорова, такова была фамилия старшего, казался очень странным. Несмотря на всю свою опытность, Егоров никак не мог понять его характер и значение. Что это могло быть? — думал Егоров, напрягая слух и быстро перебирая в уме все подозрительные звуки, которые ему когда-либо приходилось слышать в ночной разведке. Шепот? Нет. Осторожный шорох лопаты? Нет. Повизгивание напильника? Нет. Странный, тихий, ни на что не похожий прерывистый звук слышался где-то совсем недалеко, направо, за кустом можжевельника.
Было похоже, что звук выходит откуда-то из-под земли. Послушав еще минуту-другую, Егоров, не оборачиваясь, подал знак, и оба разведчика медленно и бесшумно, как тени, приблизились к нему вплотную. Он показал рукой направление, откуда доносился звук, и знаком велел слушать. Разведчики стали слушать. «Слыхать?» — одними губами спросил Егоров. «Слыхать!» — также беззвучно ответил один из солдат. Егоров повернул к товарищам худощавое темное лицо, уныло освещенное луной. Он высоко поднял мальчишеские брови. «Что?» «Не понять». Некоторое время они втроем стояли и слушали, положив пальцы на спусковые крючки автоматов. Звуки продолжались и были также непонятны. На один миг они вдруг изменили свой характер. Всем троим показалось, что они слышат выходящее из земли пение. Они переглянулись, но тотчас же звуки сделались прежними. Тогда Егоров подал знак ложиться и лег сам животом на листья, уже поседевшие от иния. Он взял в рот кинжал и пополз, бесшумно подтягиваясь на локтях по-пластунски. Через минуту он скрылся за темным кустом можжевельника, а еще через минуту, которая показалась долгой как час, разведчики услышали тонкое посвистывание. Оно обозначало, что Егоров зовет их к себе. Они поползли и скоро увидели сержанта, который стоял на коленях, заглядывая в небольшой окопчик, скрытый среди можжевельника. Из окопчика явственно слышалось бормотание, всхлипывание, сонные стоны. Без слов понимая друг друга, разведчики окружили окопчик и растянули руками концы своих плащ-палаток так, что они образовали нечто вроде шатра, не пропускавшего свет. Егоров опустил в окоп руку с электрическим фонариком. Картина, которую они увидели, была проста и вместе с тем ужасна. В окопчике спал мальчик. Стиснув на груди руки, поджав босые, темные, как картофель, ноги, мальчик лежал в зеленой вонючей луже и тяжело бредил во сне. Его непокрытая голова, заросшая давно не стриженными грязными волосами, была неловко откинута назад. Худенькое горло вздрагивало. Из провалившегося рта с обметанными лихорадкой, воспаленными губами вылетали сиплые вздохи. Слышалось бормотание, обрывки неразборчивых слов, всхлипывание. Выпуклые веки закрытых глаз были нездорового малокровного цвета. Они казались почти голубыми, как снятое молоко. Короткие, но густые ресницы слиплись стрелками. Лицо было покрыто царапинами и синяками. На переносице виднелся сгусток запекшейся крови.